В нашем выставочном зале размещена очень интересная выставка якутского художника. Его зовут Тимофей Андреевич Степанов. В общем-то, он довольно известный по Якутии художник. У него около 80 работ. На нашей выставке размещены 24 работы, посвященные в основном якутскому героическому эпосу «Аланхо». И есть две совершенно отдельных работы, которые по содержанию немножко вырываются из этого эпоса. Это тревожный 20 век, но по сути и смыслу они вписываются довольно хорошо в содержание эпоса. Основная часть привезенных в наш город картин, конечно, посвящена якутскому героическому эпосу «Аланхо». «Аланхо» – это эпос необыкновенно древнего происхождения. Он возник еще в первом тысячелетии до нашей эры и передавался из устно. Как и все эпосы мира, он начинался издалека. И одна из первых картин, которой обычно художник открывает выставку, она так и называется «Рождение миров». Это то, с чего начинался якутский героический эпос «Аланхо». В результате большого космического взрыва происходит рождение планет, появляются первые люди, маленькие фигурки, которые здесь изображены на этой картине, они начинают заселять эти миры и устраивать на них жизнь по своему разумению, конечно, счастливую жизнь. Одна из следующих картин – это «Земля Аланхо». Это то, как представляет ее себе эпос, и то, какой она возникла в фантазии художника. Картина необыкновенно яркая по краскам, и это совершенно не случайно, потому что землю Аланхо описывали как необыкновенно счастливую землю. Это земля всеобщей гармонии, всеобщего счастья, где никогда не было даже зимы, было вечное лето, никогда не заходило солнце. И эта картина как раз подчеркивает эту гармонию и счастье этой земли. Один из главных героев эпоса – это богатырь, который здесь изображен в финале поединка. Самого противника не видно, но по размерам его могучей лапы, которая лежит у ног победителя, в общем-то можно представить, какого сильного врага пришлось одолеть этому богатырю. Подсвеченный снизу отблесками костра, он выглядит очень мощно, монументально. Это тот богатырь, который стоял на страже людей, он защищал мир людей. Одна из героинь эпоса – это красавица Кёнкео, воплощение всего самого доброго, чистого, святого, поэтому она изображена здесь в белых одеждах, а белый цвет – это священный цвет для тюрков, за ней встает белое солнце. Здесь применен очень интересный прием, характерный для художника. В картине изображен не только те события, в которых задействована эта героиня сейчас, но и то, что с ней будет происходить потом. Справа и слева фигуры двух богатырей, которые будут потом в эпосе сражаться из-за нее, и один из них окажется победителем. Среди этих чаронов занимает чарон с бриллиантами, который был подарен Леониду Ильичу Брежневу в честь 70-летия от Якутской республики. Чарон имеет вставки из серебра, в которые вставлены 6 бриллиантов, 12 альмандинов и 12 роз. Общий вес чарона около 1,5 килограмм. Что еще можно сказать? Чарон вернулся в республику благодаря корреспонденту ТАСС Бубякину, который в течение почти полгода занимался его розысками и впоследствии нашел в хранилище Гохрана, и откуда по распоряжению Совета министров РСФСР чарон был подарен Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера.